Сегодняшняя проповедь, она так называется, тоже, кстати, что-то про криминал заговорили, «Право хранить молчание». И прежде чем мы перейдем к этому, да, я говорил, что сегодня Пасха вообще, да, ну, кто-то называет католическая Пасха, но на самом деле я хотел бы немножко коснуться, все мы знаем, да, я много раз говорил, что у нас в стране государство, оно живет по новому стилю или по григорианскому календарю, то есть это тот календарь, который принял папа Григорий, не помню, ну, римский папа имеется в виду. Вот. А православная церковь у нас живет по юлианскому календарю или по старому стилю. И из-за этого вот такие разночтения. Да? Когда с Рождеством все понятно, это праздник, фиксированная дата, 25 декабря празднуется рождение Иисуса Христа. И просто одни празднуют 25 декабря по новому стилю, который выпадает на 25 декабря, но Русская Православная Церковь, она также 25 декабря празднует, но по старому стилю. А по-новому, по нашему календарю, это выпадает на 7 января в этом тысячелетии. Не буду касаться, вы помните, да, мы говорили, почему так произошло, но Пасха – это праздник, он плавающей датой. Вообще он был установлен на первом соборе, или Никейский собор, в 325 году нашей эры. То есть вы помните, как-то вот у нас, когда мы отвечали на вопросы, пастора сидели, Сергей Кульман, он упоминал, что вот в Библии описан нулевой собор, как так называемый, когда все церкви, они собрались, они обсуждали фарисейскую ересь, да, нужно ли обрезаться, вот верующим, это вот, ну, так называемый нулевой собор, когда все собрались. Но вот первый собор был в 325 году, решались многие насущные вопросы, и в том числе, когда праздновать Пасху. И тогда постановили, что Пасху нужно праздновать, то есть по тем описаниям, которые есть в Библии, когда вот был распят Иисус, что это происходило в первое воскресенье после полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия. У нас день весеннего равноденствия 21 марта, то есть после 21 марта, смотря по какому стилю ты живешь, вот первое полнолуние, которое будет после этого, вот следующее за ним воскресенье, тогда получается Пасха. Поэтому, ну, там в месяц может быть такой разброс. И вот как-то вот получается в этом году, что вот по старому стилю это аж выпадает у нас на 5 мая, да, или когда? Да, на 5 мая. Те, кто по новому стилю, вот на 31 марта. Но так как это праздник плавающий, вот у нас как-то заведено всегда было, знаете, ну, гораздо проще праздновать со всей страной, а не объяснять людям вот это вот все, потому что, еще раз, вся суть, она в чем? В том, что Христос, Он воскрес, а не в датах, понимаете? Поэтому мы и Рождество празднуем дважды, ну и Пасху можем тоже праздновать дважды. Нет в этом никакого запрета. И берегитесь всяких вот этих пустых споров, кто там прав, кто виноват, когда там праздновать. Вот за всем этим теряется сам смысл торжества и праздника. Аминь. Поэтому, слава Богу, с этим мы все закрыли. Еще, может быть, коснуться вообще самой сути Пасхи. Вы помните, что вообще Пасха это слово, если вот дословно, то, что в русский оно пришло, это с арамейского языка. Иисус говорил на арамейском. Но на иврите, да, это Песах. И евреи, они всегда праздновали, то есть это их праздник вообще. И он что символизирует, ну, почему Господь, Он его установил и сказал израильскому народу его праздновать. Вы помните эту историю, коротко. Помните, что израильский народ, они были в рабстве в Египте, и что происходило? Настало время, да, Господь решил вывести их. Но фараон, он не хотел отпускать, и там были вот эти 10 казней египетских, то там жабы, то там саранча, еще что-то. И последняя казнь, когда фараон, он упорствовал, он не хотел отпускать, Бог что сказал? Что вы должны взять агнца, то есть ягненка, который без пятна, без порока, да, его заколоть, взять его, заколоть, взять его кровь и помазать косяки. Да, то есть косяк дверей нужно было пометить кровью. И тогда ангел смерти, он шел в эту ночь, и все дома, где не были помазаны косяки, там был поражен первенец, да, умер ребенок старший в каждом доме. А там, где было помазано, он прошел мимо.
да, ангел смерти, то есть Песах или Пасха переводится как «пройти мимо». То есть, что вот ангел смерти, он прошел мимо. И после этого фараон, он был сломлен, и он отпустил народ израильский. То есть он уже, чего там только не было, а здесь еще просто и дети начали умирать, да. Он перестал упорствовать. И после этого Бог, он заповедал, что вы должны праздновать это. И христиане, потом у нас что, вы знаете, что Христос, он был распят прямо в канун Пасхи, которая должна была быть еврейская, Песах, которые должны были праздновать. И он также, это наша Пасха, да. То есть он взял, там вот ягненка взяли и закололи, да. И что вот смерть, она прошла ими, это как прообраз здесь такой же. И мы празднуем что? Христиане празднуем. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа, что Он воскрес. В этом смысл нашей Пасхи, да? Ликбез закончен, да, доклад закончил. На всякий случай, чтобы у нас не было каких-то разночтений, чтобы освежить память и вообще все. Но так как у нас Пасха, вот она, мы вступили в этот месяц, сегодня уже Пасха, католики праздновали, и многие церкви евангельские, я думаю, вполне возможно, также празднуют сегодня. Но настало время поговорить вообще о Христе. Вот я верю, что вот это какое-то время, которое у нас будет перед Пасхой, вспоминать его. И сегодня мы начнем говорить об этом. И с самого начала я бы хотел задать такой вопрос. Вы когда-нибудь узнаете, например, если детей взять, бывало такое, я думаю, конечно же, бывало со всеми, когда ты ребенка, например, заходишь в комнату, и там, например, что-то произошло, что-то сломано, разбито, детей несколько. И ты подозреваешь кого-то, ты знаешь, кто это, и ты, например, к ребенку обращаешься и говоришь, ты это сделал или зачем ты это сделал? И, как правило, ребенок, да, это вообще, особенно если он действительно, это не он, у него такой, знаете, он начинает кричать, что это не я. Знакомо, да? Часто дети, они все равно кричат, даже если это он. Но, может быть, я просто думаю, из своей взрослой жизни вы можете не вспомнить такой ситуации. Знаете, например, когда кто-то вас пытается в чем-то обвинить, да, а ты этого не делал. И у тебя такой праведный гнев, или там, да как ты смеешь вообще меня в этом обвинять? Вы понимаете, да, о чем я? Но вы знаете, то есть когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью, мы отказываемся молчать. Мы себя защищаем. Это не я вообще, я тут вообще не при делах. Вы согласны? Но смотрите, что написано в книге пророка Исаия про Иисуса. То есть 53 глава, которая говорит об Иисусе. Давайте посмотрим на 7 стих. Когда Иисус, Он столкнулся с несправедливостью, Он молчал, Он ничего не говорил. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Я думаю, что все помните, да, историю вообще, которая происходила с Иисусом. Вы помните, что его арестовали, вот вообще в Гефсиманском саду, это где-то была полночь, ночью. И потом, вы помните, то есть его сначала там, на суд Синедриона привели, потом к Пилату, потом Пилат его там пытался и отфутболил его к царю Ироду, потом тот его вернул обратно. Всего Иисус, он где-то, как можно так сказать, 6 судебных процессов прошел. И вы знаете, все они он был невиновен, по сути. Но он везде отказывался говорить что-либо в свою защиту. Вы знаете, что, например, почему я говорю, что несправедливо? Вот по иудейскому закону вообще, например, просто несколько примеров, да, человека нельзя было арестовывать, хватать ночью, если только он не находится в процессе совершения какого-то преступления. Ты его поймал за руку, тогда его можно. А вот так, чтобы прийти ночью
и человека там поднимать за что-то, так было не принято. Такого делать было нельзя. То же самое Синедрион, который собирался рассматривать его дело. Синедрион – это высший духовный суд, который рассматривал духовные вопросы. Да, то есть раввины, они собирались. Он также никогда ночью не собирался. Это против всех правил. И также не принято было, чтобы Синедрион, он собирался перед праздником, в канун праздника. Вы знаете, кого-то там судить, что-то делать. И это был канун Пасхи. Да, они праздновали Песах. И можно много-много всего перечислять. Говорят, более 20 нарушений закона было. Вообще в процессе. Вообще ареста Иисуса и так далее. Вы знаете, потому что сейчас у нас, я к чему это говорю, и тогда, если есть какие-то процессуальные нарушения, например, тебя там взяли, тебе там не зачитали права или еще что-то, ты можешь апеллировать к этому, что вообще сам факт задержания, он был совершен с нарушениями, и только на основании этого тебя могут отпустить. То есть, что я хочу подчеркнуть? Во всем были вообще нарушения, это было неправильно, это было несправедливо. И у Иисуса была причина вообще для того, чтобы, возвысить свой голос и сказать, что это не я, и говорить что-то в свою защиту. И тем не менее, он отказался что-либо говорить в свою защиту. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 26 глава, 59-63 стих. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли 2 лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий в 3 дня, и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» 63 стих. Иисус молчал. Давайте также посмотрим Евангелие от Луки, 23 глава, 8-10 стих. Как я уже говорил, после того, как Синедрион они рассматривали, вы помните эту историю, они привели его к Пилату. Пилат это был, как губернатор, наместник, Израиля, то есть вы помните, что Израиль, он был под оккупацией в Римской империи, и они его приводят и говорят, что вот он такой и такой, он там нарушил, распни его. И он его после допроса, он говорит, что я не нахожу в нем никакой вины, вы его и казните, если вы хотите, я не буду этого делать. И они говорят, что мы не имеем права, кого-то предавать смерти, это может делать только верховная власть, то есть оккупанты, римская власть, Цезарь, и ты здесь то есть ты должен его казнить. И он узнает, что Иисус, он из Галилеи, галилеянин, и эта область, она была в ведении царя Ирода, и он берет его и отправляет к Ироду. Давай, это был царь иудейский, что ты решай этот вопрос, и давайте мы прочитаем, 23 глава, 8-10 стих. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. И потом дальше Ирод, он наигравшись, и для него это вообще было там как прикол. То есть он там, также ничего не нашел, он просто одел его в светлые одежды, там написано, и обратно его к Пилату отправил. И написано, что они после этого подружились, потому что Ирод с Пилатом, они как-то не очень были, а тут они такими любезностями обменялись, как бы признавая власть друг перед другом, что ты можешь судить, нет, ты, и они замирились после этого. Матфея, 27 глава, 12-14 стих. Еще прочитаем. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. То есть он удивлялся, Пилат. Чего ж ты молчишь-то? Тебя в таких серьезных вещах обвиняют. Тебе распятие грозит. Почему ты молчишь?
И на самом деле, Иисус, он не просто замкнулся и вообще ни на какие вопросы не отвечал. Он, когда его спрашивали, кто ты, какие-то общие, да, он говорил, сейчас мы коснемся этого, но он ничего не говорил в свою защиту. Ни одного слова. Например, вот первосвященник, он его спрашивал, ты ли Сын Божий? Да? Давайте мы посмотрим. Матфея 26 глава, 63 стих. Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал? Он говорит: ты сам это произнес, да? То есть здесь он дает ему понять: да, ты прав, я тот, кто, как ты сейчас меня назвал. То есть он говорил о том, кто он есть, он говорил, ради чего он пришел на эту землю, что он пришел совершить, но ни разу он ничего не сказал в свою защиту на те обвинения, которые были выдвинуты против него. Собственно, возникает вопрос: почему? Почему он ничего не говорил? Потому что вы помните, как Иисус, он оппонировал учителям религиозным. Он мог что сказать? У него все хорошо было и с логикой, и с мышлением, и со знанием Писания. И я думаю, что у него было что сказать. Но почему же он молчал? Была какая-то причина. И ответ на этот вопрос, он заключается в следующем, что он вынужден был молчать, он должен был молчать. Почему? Я вот сейчас 3 довода приведу, но основное то, что его молчание, оно говорило о его вине. Сейчас я поясню. Вы знаете, что вообще, в юриспруденции сейчас, в том числе, и тогда любое какое-то, когда человека его обвиняют в чем-то, это принято, если человек, он не виновен, он громко заявляет о своей невиновности. Я не виновен, я этого не совершал. И если человек, он молчит, то это ему нечего сказать. Это как признание своей вины. Вы знаете, что есть такое молчание, знак согласия. Это как раз из юриспруденции. Если ты молчишь, тебе нечего сказать, значит, ты согласен со всеми обвинениями, которые выдвигаются против себя, против тебя. И даже сейчас, вы знаете, я не знаю, вы знаете, у нас в России вообще есть такое понятие, как презумпция невиновности. По крайней мере, она декларируется. Это означает, что человек, которого обвиняют, он по определению должен считаться, что он невиновен, что он этого, чего-то, какого-то действия не совершал. И это обязанность следствия доказать его вину. Но человек, он не обязан доказывать свою невиновность вообще. Но практика у нас применения, она немножко другая. Зачастую, если ты сам не будешь ничего доказывать, тебя и посадят. Но при всем при этом у нас есть такая пресловутая 51-я статья Конституции. И 51-я статья Конституции, она гласит, что никто не может или не обязан свидетельствовать против себя и против своих близких. То есть мама, папа, дети, бабушки, дедушки, ближайшие родственники. Если тебя в чем-то обвиняют, ты можешь сослаться на 51-ю статью и ничего не говорить. Да, Но при всем при этом, вы знаете, это не все так просто. Даже сейчас у нас. Я когда листал интернет, ради примеров, и я нашел адвокатскую контору, которая занимается судебной практикой сейчас, успешные довольно ребята, я так понимаю, судя по сайту, именно практикующие юристы, и вы знаете, я прочитал комментарии, я вам сейчас прочитаю то, что они говорят. Если хотите отказаться от показаний, ссылайтесь на статью 51 Конституции РФ.
И дальше смотрите. Путем анализа статьи 51 Конституции можно сделать вывод, что в указанной статье речь идет о праве гражданина на отказ от дачи показаний только в части признания им своей вины в инкриминируемом преступлении или в части изобличения его близких. Следовательно, лицо вправе не сообщать лишь те сведения, сообщение которых может повлечь привлечение его к ответственности, либо привлечение к ответственности его близких, родственников, а не хранить общее молчание. Но это приблизительно как вот Иисус он себя вел. Он отвечал на общие вопросы, кто он, зачем он пришел, кем он является, но он ничего не говорил по сути, да, тех обвинений, которые были выдвинуты. Но внимание, дальше. Вот комментарий этого юриста. К чему же ведет отказ допрашиваемого от дачи показаний со ссылкой на статью 51 Конституции РФ? Фактически гражданин дает понять, что он или его близкие совершили то или иное преступление, но говорить о нем он не желает. Поэтому опытные уголовные адвокаты советуют не ссылаться в протоколах допроса на указанную статью. Внимание, на практике это может трактоваться как косвенное признание своей вины. То есть, если ты ссылаешься на нее, потом дело доходит до суда, а ты где-то в протоколе написал, что я там ссылаюсь на 51 статью, я отказываюсь давать показания, это может для судьи потом служить как косвенным доказательством, что да, он виновен. Все, что он там не хочет говорить и так далее. И кому интересно, у нас есть другие, в уголовном процессуальном кодексе, там есть вообще норма закона, что ты можешь отказаться от дачи показаний. Поэтому это так для общего развития вам сейчас не имеет отношения к проповеди, но если вы сталкиваетесь, можно не ссылаться на 51 статью, потому что как гражданин ты не обязан знать все там статьи, нормы закона. Ты можешь просто сказать, что у меня по закону есть право не давать показания и как бы просто отказаться. Но смотрите, то, что Иисус, Он молчал вообще, и сейчас, и тогда, это просто говорило о том, что Он признает свою вину. Вы понимаете? Почему же Он молчал-то, если Он был невиновен? Но, вы знаете, вот первое, мы подходим, да, из-за греха, из-за вины греха, но не его греха, но нашего греха. Потому что, когда Он был распят на кресте, да, написано, что Он взял наши грехи на себя. Он стал жертвою за грех, за наш, хотя Он был невиновен. Давайте еще раз Исайя 53 глава посмотрим, 5-6 стих. Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он молчал, потому что Он хотел взять твой и мой грех на себя. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Написано следующее. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Еще 1 Петра 2 глава 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Итак, Иисус, Он взял все твои грехи, все мои грехи, грехи всего человечества, потому что если бы Он этого не сделал, мы бы не были свободны от вины. Он занял наше место на кресте. Вы понимаете? Он умер за те грехи, которые ты совершал или совершишь, за твои и за мои. Он взял весь грех на себя. И Он молчал перед обвинителями, потому что грех, он не может быть оправдан. Вы знаете, это перед Богом. За грех должна быть пролита кровь.
по Божьему установлению. Его нельзя отболтать каким-то образом, знаете, там, извиниться просто и так далее. Поэтому он молчал, это бесполезно. За это должна была быть пролита кровь. Как я уже говорил, у нас, знаете, может быть, все смотрели голливудские фильмы, когда там полиция, она арестовывает кого-то, да, и там руки крутят и кричат ему там, что ты имеешь право хранить молчание, все, что ты скажешь, может быть и будет использовано против тебя в суде, там, и вот так далее. То же самое, как у нас вот там 51-я поправка, да. Но у них это просто, они обязаны тебе это зачитать, чтобы ты знал, что ты можешь просто ничего им не говорить. Но ты знаешь, вот пред Богом так оно не работает. Ты не можешь прийти к Нему и просто отмолчаться. Я беру 51-ю поправку Конституции. Да Он и так все знает. Смысла никакого нет молчать. Он знает все твои грехи. Ему, понимаете, молчи, не молчи, поздно пить боржоми. Молчать перед Богом, ничего хорошего от этого не будет. Бог уже все знает, и ты не можешь скрыть свой грех от Него. И поэтому что мы должны делать? Мы должны покаяться в этом грехе. Здесь не получается, знаете, как-то извиниться. И когда ты каешься, ты отдаешь, ты говоришь, что Иисус, Он умер за мой грех. Понимаете, Бог, Он тогда смотрит на все на это через призму Христа. Христос, Он тебя уже искупил за этот грех. Что я хочу сказать? Если Иисус, когда Его обвиняли в тех грехах, которые Он не совершал, но обвиняли в твоих грехах или в грехах человечества, и Он ничего не говорил в свою защиту, то и нам тогда не нужно пытаться защищать свой грех. Не надо оправдываться. Не надо ничего говорить в свою защиту. Надо просто осознать и сказать: Господи, прости меня. И все. Когда ты что-то совершил, и какое-то, у тебя действие было такое, не нужно пытаться и говорить, что что-то я вообще сам на себя не похож был. Вот что-то нашло на меня. Или там, знаете, вот это вот там пришел брат, как триггер послужил, у меня там весь гнев мой там вылез. Да не нужны никому объяснения эти. По факту просто грех – это грех. Точка. И единственный путь с ним разобраться – это покаяние. И привилегия христиан в том, что Христос, Он уже умер за это. И тебе нужно просто раскаяться и попросить Бога: Господи, прости меня. И все. Я согрешил. Любое оправдание, оно выглядит, как будто ты пытаешься сделать грех каким-то приемлемым. Да, что это как нормально. Какая-то, норма. Все как бы с этим. То есть нужно просто покаяться и все. Аминь. Вы понимаете, почему я вообще про это говорю? Иисус, Он не пытался защитить грех всего человечества, потому что, не может быть оправдан грех вообще никак. Он может быть только искуплен. И поэтому ни ты, ни я, мы также не должны пытаться его как-то отстоять и защитить. Итак, первое, почему Иисус, Он молчал, когда Ему выдвигались обвинения какие-то, потому что грех, он не может быть оправдан. Что ты ни говори, если ты виновен, то должна была быть тогда пролита кровь, сейчас нужно покаяние. Точка. А вторая причина, почему Иисус, Он молчал, вы знаете, если бы Он начал себя защищать, и мы прекрасно знаем, что Он был способен, и Он мог это аргументировать и привести доводы, не слабый шанс такой состоял в том, что его бы отпустили.
С одной стороны, конечно, звучит здорово. Христа бы не распяли. Но тогда что бы было? Катастрофа просто. Мы бы все шли в ад. Весь мир катился бы в ад до сих пор. Если бы он тогда был освобожден и ушел живым, сейчас бы мы все умирали. И вы помните, если перечитать вот в Евангелиях вообще всю эту историю, Пилат, он не находил вины в Иисусе. Он хотел его отпустить, его желание было отпустить его. Сначала вот он пытался, отправил его к Ироду или как-то с себя снять ответственности. И он несколько раз выходил перед этими людьми, перед Синедрионом и говорил, что я не нахожу в нем вины. И вы знаете, что было заведено отпускать какого-то преступника, или кого-то миловать на праздник, на Пасху. И как раз вот она Пасха, и он говорит, давайте я отпущу этого проповедника. И все кричали, нет, распни его. Ну а кого тогда отпускать? Он говорит, там вот есть еще Варава был. А Варава был настолько ужасный человек. Он почему его предлагал? Никто бы в здравом уме вот этого, я не помню, кто он там, насильник, убийца, грабитель, да, его бы никто бы не захотел обратно в общество. Казалось бы, совершенно несопоставимый. Такой, нет, отпусти его. Следующее он что сделал тоже, Пилат? Он его и отсылал, потом, когда пытался вот таким вот образом, что давайте я его поменяю. Потом он приказал его высечь. Да, его высекли плетьми, обратно привели, он знаете, что вот в этом вот посмотрите, обычно, такие люди, они вызывают сострадание, сожаление, что может быть сейчас, они такие, все равно распни его. И, то есть представьте, Пилат был как в ловушке. То есть, с одной стороны, толпа, которая на него наседает и говорят, что ты здесь представитель Цезаря, ты верховная власть, и только ты можешь казнить, и он повинен в наших законах, и казни его. А Иисус, он отказывается что-либо говорить в свою защиту, но сам он его не находит, да, в нем вины, он находит его невиновным. И Иисус, он отказывается говорить при этом. И из-за того, что он отказывается говорить, молчание – знак согласия со всеми обвинениями. Это означает, что он предрешил свою судьбу. Он умрет. Но при всем при этом, вы знаете, я хочу вам сказать, что чтобы мы не воспринимали Христа, как, знаете, вот он жертва таких обстоятельств. Вот он там, вот так случилось, и вот так оно все произошло. Давайте мы посмотрим Евангелие от Иоанна, когда вот Иисус, он отказывается отвечать Пилату, Пилат, он в замешательстве, и он говорит следующее. Вот смотрите, 19 глава, 10-11 стих. Пилат говорит ему, то есть Иисусу, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И смотрите, что ему Иисус говорит. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Другими словами, это все часть Божьего плана. Он шел на это осознанно. Он говорит, что я был рожден вот именно для этого, для того, чтобы умереть, вот для этого момента. И при всем при этом у Иисуса был полный контроль над ситуацией. Он не был жертвой, он все прекрасно понимал. И он осознанно это делал. И мы потихоньку подходим вот к третьей причине, почему Иисус, он ничего не отвечал на свои обвинения. Первое, вы помните, да, то, что грех, он не может быть оправдан. Второе, он молчал, потому что если бы он говорил свою защиту, скорее всего, его бы отпустили, и тогда бы весь Божий план, он бы рухнул по спасению человечества. Но еще есть и третья причина. И я хочу, чтобы все понимали, знаете, вот Иисус, он был поставлен в такие условия, что он не мог отказаться. Мог ли он избежать? Мог ли он добровольно отказаться и не идти на крест? Вы знаете, вот часто люди, они говорят, почему Бог, он
вот в моей жизни, ну, взял бы, сделал все, знаете, как вот поезд по рельсам идет, чтобы у меня не было никакого выбора. Все же предопределено, и все бы было бы хорошо. Но вы знаете, человек, он создан по образу и подобию Божьему. И одно из главных отличий от всех, у нас есть наша воля. И Бог, Он никогда не заставляет тебя, знаете, не ставит тебя в какие-то ситуации, что ты вот только так и никак. У тебя всегда есть выбор. И то же самое было у Христа. Он мог не пойти на крест. Вы помните, он был 100% Богом и 100% человеком. Он был человеком. Он был подвержен всем чувствам вообще. К чему я это подвожу? Что то, что он совершил это осознанно. Он прекрасно понимал все последствия. Он прекрасно понимал, что будет, какая смерть будет. Но он осознанно пошел. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Луки, 22 глава. И вы помните, когда он взял учеников, и он пошел в Гефсиманский сад, вот перед тем, как его должны были схватить, он пошел молиться туда. Почему? Ну, давайте вот здесь все говорится. 42 стих. Там, говорится, что Иисус, он молился 3 раза, говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он все прекрасно понимал, и он говорил: Господи, Отец, вот если только это возможно, если есть какой-то другой способ вот сделать это, пусть это пройдет мимо меня, можно, я не буду умирать на кресте. Но потом, не моя воля, но твоя да будет. Естественно, вполне человек понимал, что ему предстоит, и его человеческое естество, оно сопротивлялось этому. Более того, знаете, настолько сильные переживания было, он настолько сильно молился. Вот 44 стих, та же глава, 22 глава, Луки, 44 стих. «И, находясь в борении», то есть вот это вот все противоречие, которое было внутри него, «прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я как-то в другой проповеди уже касался этого. Вы знаете, что, на самом деле есть такой вот медицинский факт, что когда у человека такие вот переживания, что, в общем, пот он может такой вот, как розовый, становиться, кровеносные сосуды, которые вот рядом. То есть это сверх какое-то вот перенапряжение, и пот может быть кровавый. Он так сильно переживал, он говорил: Господи, Отец, только если возможно, пусть пройдет это мимо меня. 3 раза, не просто так, знаете, вот 1 раз там помолился, вы помните, ученики, они уснули, кого он там взял? 3, кого он обычно брал с собой. То есть вот этот ужас того, что ему предстояло, он это прекрасно понимал, он это видел. Даже Иисуса это, заставляло содрогнуться, что он молился Отцу. И в этот момент, по-человечески можно было бы понять, если бы он решил и сказал в другой раз: не я. И он бы ушел. Если бы он так поступил, что по-человечески понятно, тогда бы, еще раз, мы бы все катились в ад. У человечества бы не было никакой надежды. Мы бы никогда не увидели небо, Царства Небесного. Но Иисус, Он так не поступил. Почему? 3-я причина. Потому что Он также был не только человеком на 100%, но и Богом на 100%. И Он возлюбил людей, Он возлюбил этот мир. Он любит тебя, и Он осознанно ради тебя пошел на эту смерть. Хотя Он понимал весь ужас. Но Он понимал, что если я этого не сделаю, он пойдет, или она пойдет в ад. Он посчитал, что ты достойна, что ты достоин, чтобы за тебя умереть. И именно поэтому Иисус, Он молчал на судебном процессе. Он ничего не говорил в свою защиту из-за любви к тебе.
Я заканчиваю и хочу вот такой пример привести. Я как-то разговаривал с одним проповедником, и он вырос, ДВРовец, да, дети верующих родителей, вырос в семье верующих, и с детства ходил там вот в воскресную школу, ходил потом в церковь. И вот это все, в чем он вырос, для него это было естественно. И он вспоминает, что я как-то так, это всегда было, я никогда не относился к этому серьезно. Вот просто, есть оно и есть, хожу, и надо. Мама, папа всегда были. И вот как-то оно так все шло по накатанной. Но, говорит, однажды, я, говорит, помню, я был в тинейджерском возрасте, и учитель воскресной школы показала картинку, такую натуралистичную, распятого Христа. То есть Иисус на кресте. И, у всех по-разному, он говорит, вот эта вот картина, она вот просто так я смотрел на это, и учительница, она говорила, что Он любит тебя, и ради тебя Он умер на кресте. Я, говорит, смотрел, вот это как ожило все для меня. И, говорит, с той поры, у всех по-разному бывает, но для него это вот было таким вот рубежом, таким триггером, который вот возбудил его веру. Он говорит, что я это настолько живо себе представил, что он мог не умирать за меня. Но он понимал все, что ему предстоит, и он осознанно пошел на это. Иисус, Он молчал, в том числе, потому что Он любит тебя. Знаете, как вот бывает, например, если любящий отец и, например, его сын, и сына в чем-то обвиняют, и если на процессе встанет вопрос, и я могу пойти за сына, я промолчу, и я возьму вину свою на себя. Если можно такую параллель провести. Пусть лучше я умру. До такой степени он любит тебя. И я вот не успел эту мысль развить, но хочу вам ее закинуть, чтобы вы подумали на эту тему. Вы знаете, что у нас есть не только право хранить молчание, в соответствии с 51 статьей, например, если, не дай бог, что-то, следственные органы пытаются тебя обвинить в чем-то, но также у любого гражданина есть право на адвоката. И в зависимости от финансового положения ты можешь найти хороших адвокатов, но если у тебя совсем нет денег, то тебе государство выдаст адвоката, то есть совсем без адвоката нельзя. Даже вот те негодяи, которые совершили теракт недавно, даже у них будет адвокат. То есть, никто, я вот просто читал недавно, никто не соглашается их защищать добровольно. Хотя обычно, какие-то громкие дела, адвоката это имя, ты везде светишься и так далее. Здесь никто в здравом уме не хочет просто их защищать. Все понимают, что они виновны, и здесь только просто суд назначит кого-то, потому что по закону они обязаны иметь кого-то. Но что я хочу сказать? Знаете, Иисус сейчас, Он где? Он находится по правую руку от Отца, написано, одесную Отца. Что Он делает? Он ходатайствует за нас. Он не только возлюбил нас и избавил нас от всех грехов, но Он сейчас и наш адвокат бесплатный. Лучший, который может быть. Он сидит перед Отцом, и дьявол ходит и постоянно тебя обвиняет и говорит, что ты никчемушник, что ты постоянно грешишь, и ты делаешь и то-то, и то-то, и то-то. А у тебя есть лучший адвокат, который только может быть, который постоянно говорит за тебя в твою пользу. Только вдумайся в это. Все, что тебе нужно, это просто принять это. Все, что тебе нужно, это не оправдывать свой грех какой-то, а просто, Господи, прости, виновен. Да, сделал. Как только ты признал это, как ты исповедал, там уже дальше вся вот эта вот судебная система. То, что Иисус, Он уже умер, и все, и ты не виновен. Еще раз, не потому, что ты такой хороший, но потому, что Он все совершил и все сделал. И сейчас Он сидит и говорит Отцу, что
Да, это мой человек, я его знаю. Аминь.